На обширной территории казахстанской земли разводится и совершенствуется национальное достояние страны – казахская белоголовая порода. Так ее зовут с 50-х годов прошлого века официально, когда Советом министров СССР была утверждена первая отечественная порода мясного направления продуктивности. Но началом зарождения казахской белоголовой стали первые годы 30-х, когда на территорию Казахстана для массового улучшения местного рогатого скота были завезены бычки знаменитого Герефорда. Они были распределены в относительно одинаковом процентном соотношении в областях по группам совхозов. Таким образом, уже в 1933 году страна получила первый помесный молодняк. В результате длительной, углубленной и целенаправленной селекционной работы с помесным скотом в ряде ведущих племенных хозяйств Министерства совхозов Казахской ССР и других систем была создана новая породная группа скота. Неприхотливость к пастбищам и кормам, высокая оплата корма приростом живой массы, оптимальное соответствие селекционным требованиям организации воспроизводства стада, повышенное адаптационное и акклиматизационное качество, быстрое восстановление упитанности, крепость опорно-двигательной системы, позволяющая переносить длительные перегоны, развитый материнский инстинкт у коров, устойчивая реакция на солнечную инсоляцию, сравнительно быстрое течение линьки, более прочный копытный рог. Все эти качества закрепили за белоголовой высокую репутацию и предопределили ее преимущества по сравнению с другими породами мясного скота. Порода эта первое место занимает по численности в Казахстане. Ввезено много импортного скота, как Герефорд, Ангус, но все равно преимущество отдается этой породе, потому что местная порода, акклиматизированная, адаптированная порода. И, как говорится, она лучшие результаты дает, чем импортный скот. На сегодняшний день казахская белоголовая порода – это крепкая конституция, пропорционально сложенное тело с короткой шеей и выраженным подгрудком, широкая спина и глубокое туловище с хорошо развитой мускулатурой. И что очень важно, популяция этой породы в ТОО Алабата отличается своей абсолютной камолостью. Вот здесь, на этой базе племзавода Алабата, создавали именно камолы типа Алабата, привозили камолы быков, покрывали коров и получали с них камолы скот. Сейчас у нас на нашем племзаводе 100% камолы скот. Не только камолость делает эту породу приоритетной. Способность животных приспосабливаться к зимним холодам и летней жаре, неприхотливость в выборе кормов – тоже важные аспекты в животноводстве. Но, как всегда и везде, главный критерий в работе с животными – это, конечно же, люди. Основа того, что была заложена их родителями. Здесь трудились их деды, отцы, и сейчас продолжают трудиться их сыновья, дети и внуки. С такими животноводами очень легко работать, потому что эта династия уже идет, как говорится, от родителей ихних, и у них навыки работы с мясным скотоводством очень хорошие. Если люди не будут заниматься животноводством, то такого показателя не будет никогда. Потому что люди занимаются, в 3 смены работают, зимой оттелы принимают, в 3 смены принимаем, круглосуточно, можно сказать, работаем. По состоянию на 1 июля 2017 года ТОО «Племзавод Алабата» насчитывает 3620 голов казахской белоголовой. Быки-производители – 73 головы. Коровы – 1668. Телки 2016 года – 520 голов. Телки 2017 года – 475. Бычки 2016 года – 353. Бычки 2017 года – 531 голова. Очень воспроизводительная способность хорошая. Где-то 90, свыше 90 телят получаем на 100 маток. Ну и хороший инстинкт материнства, потому что они не бросают своих телят никогда, всегда находят их и всегда выкармливают. Молодняк хорошо растет, неприхотлив очень. Кормовая база, должна соответствовать все равно. И другие могут сказать, что такой скот может на бедном рационе. Нет, я бы сказал, что кормовая база должна соответствовать для любой породы животных, чтобы получить отдачу. И чем раньше получишь отдачу, тем ты больше будешь иметь прибыли.
а прибыль этого скота всегда будет. Приплод требует особого внимания. До 8-месячного возраста молодняк выращивается на подсосе и на зеленых кормах. До выгона на пастбище его регулярно исследуют, вакцинируют. Ко времени отъема бычки набирают вес до 250 кг, телочки чуть меньше. Молодняк формируется по половозрастным группам и кормится полноценным рационом: сено, зеленая подкормка, конскорма, соль, мел. Мы уже скот кормим монокормом, приобрели кормозаместитель-смесители, приобрели измельчитель грубых кормов. Сейчас мешаем этими грубыми кормами, кормим. Полностью скот у нас весь чипированный. С Новосибирска привезли чипы подкожные, полностью весь скот зачипировали. Идентификация 100%, нигде ошибок не будет. Весь скот старше 8 месяцев, весь заходит у нас в ИАС и СЖ. Информационно-аналитическая система забита, родословная до 3 поколений. Все указывается, поэтому на каждое животное имеется паспорт, племсвидетельство выдается. Племенное мясное скотоводство может быть прибыльным лишь в том случае, если оно обеспечено дешевыми собственными кормами. В структуре себестоимости на долю кормов приходится до 70% затрат. Поэтому важно не только создать прочную кормовую базу, но и рационально использовать корма. Ну, это костер. У нас еще засеяно 350 гектар эспарцета. Тоже качественный корм для скота. Вот эти ребята принимали участие на весенне-полевых работах. Теперь они на сенокосе. Мы ежегодно обеспечиваем сами. Со стороны нигде не закупаем, своими силами заготавливаем корма. Система содержания мясного скота была и остается на перспективу стойлово-пастбищной. Стойловый период наиболее эффективен беспривязный, свободно-выгульный способ содержания. Он позволяет применять мобильные средства механизации и обеспечивает повышение производительности труда, не требует больших затрат на строительство дополнительных помещений и оборудования. В зимний период здесь, конечно, у нас работающих ферма живая, кипит, работа идет, принимаем отелы. Здесь уже более у нас механизировано все, как бы уже труда такого физического у людей, нагрузки нету. В зимний период где-то 45 человек работает. В летний период у нас, когда на посадку охотники уходят, у нас там уже меньше работы. В каждом гурту закреплена определенная территория здесь. В каждом гурту определенные закреплены водопой за животными, чтобы не смешивались гурты. И в целом здесь, я говорю, проживает у нас 3 гурта права. Метод пасьбы у нас, я же сказал, отгонный и вахтовый метод. На 3 суток мы вывозим сюда наших гуртоправу. 3 суток они здесь находятся, пасут. Выезжают вместе с племучетчиком, пересчет скота получается, расписывается здесь в журналах. Они принял, сдал животное, и в течение 3 суток они здесь находятся. Сами уже здесь продукты берут, сами себе готовят пищу. Все санитарно-бытовые условия в очень хорошем состоянии здесь. Вот здесь мы вот проживаем. Пойдемте, я вам покажу. Вот здесь вот кушаем мы, вот здесь отдыхаем. Как говорится, 3 кровати. Вот. Свет, вот, батареи наши солнечные. Свет отсюда вот заряжаемся. На обширной территории пастбищ проводятся и профилактические мероприятия. В работе со скотом существуют риски инфекционных заболеваний. Здесь надо быть начеку. У нас задействована машина, вот ГАЗ-53 с установкой дуком. Мы дезинфицируем скотопомещение, раствор делаем формалин и полностью базой, как после очистки баз, дезинфицируем все скотопомещения. После, например, вот приезжаем на УПАСа, обрабатываем телят, сперва разбавляем с водой АСД-3 для наружного применения и заливаем креолин. Также его размешиваем и обрабатываем полностью все поголовье. Хотя казахская белоголовая отличается своей благополучностью, регулярная профилактическая работа, ограждающая скот от респираторных, кишечных и иных заболеваний, это тоже составляющая успеха. В целях ветеринарной безопасности стараемся сформировать гурты не больше, так, чтобы были где-то до 3 лет, не старше 3 лет. Раз в месяц проводим
взвешивание животных и все ветеринарные обработки, если сложные обработки проводятся. Фактически во всех гуртах тоже имеются расколы, которые такие незначительные ветеринарные обработки проводить, а уже которые сложные обработки мы уже проводим на центральных выпасах. Процесс поддержания качественного генофонда происходит следующим образом. Из числа бычков отбираются лучшие особи от лучших родителей. Затем проводится испытание бычков по собственной продуктивности. На оценку быков по качеству потомства ставят только сыновей, проверенных на достоверность происхождения. На первом этапе, за период от 8 до 15 месяцев, учитывается интенсивность роста, производится оценка по оплате корма приростом живой массы, выраженность мясных форм, крепости конституции, экстерьера. На втором этапе осуществляется контрольное выращивание потомков проверенного быка. К примеру, в 1996 году была заложена родственная группа быка Пиона заводской линии ветерана, которая в свою очередь была на основе генеалогической линии Хопфула-4, а родственная группа шамана от заводской линии Аромата, от генеалогической линии Графа, который берет начало от заводской линии Кактуса. Генеалогическая структура казахской белоголовой породы в ТОО «Племзавод Алабата» выглядит таким образом. Родственная группа – это группа животных, берущих начало от выдающихся быков, часто от одного из потомков родоначальника генеалогической линии. Она характеризуется желательным, но еще недостаточно консолидированным типом и продуктивностью животных. Заводская линия – это уже структурная единица породы, представляющая собой наследственно устойчивую группу животных, имеющих общее происхождение по мужской стороне родословной и характеризующиеся сходством и своеобразием желательного типа и продуктивности. Заводские линии создаются в результате целенаправленного отбора и подбора и использования препатентных быков-улучшателей. В 2013 году Комитетом по правам интеллектуальной собственности Минюста были выданы патенты на заводские линии Пиона 61184К и Графа 8489К. А в 2015 году получен патент на заводскую линию Шамана 1161К. Таким образом, в ТОО «Племзавод Алабата» проводится целенаправленная селекционно-племенная работа по совершенствованию породы. Селекционный процесс направлен на достижение высоких результатов и увеличение поголовья самой распространенной в стране казахской белоголовой породы. Животные казахской белоголовой породы по спектру хозяйственно полезных качеств и адаптационно-акклиматизационным характеристикам в реальных условиях их разведения превосходят импортный скот, который был завезен в нашу страну. В 2016 году было экспортировано в Кыргызстан 200 голов телок и нетелей. В текущем году направлены предложения о реализации племенных животных казахской белоголовой в Узбекистан, Кыргызстан, Туркменистан, Таджикистан, Россию и в Китай. Сохраняя традиции, в племзаводе Алабата внедряют и современные технологии. Именно здесь совершенствуют и приумножают высокоценный генофонд казахской белоголовой породы. И именно здесь есть те специалисты, которые могли бы дать совет тем, кто выбрал эту породу для своего дела. Малиновский Антон Иосифович уже 34 года на этом предприятии. Он является одним из авторов создания камолова типа Алабата. В тяжелые 90-е, когда был развал и не было материальных ресурсов, он делал все возможное, чтобы сохранить этот скот, его основное племенное ядро. Некоторые начинают строить, у него берет кредит, а земли нету. Это тоже очень плохо. Должна быть земля, должны быть выпаса для этого животных. Это самый дешевый корм, это когда выпаса, естественные угодья. Конечно, если ты будешь кормить, сеять, кормить, у тебя себестоимость очень может быть большая. В летний период себестоимость у нас низкая, и из-за этого мы выходим. У нас себестоимость, если взять, складывается в летний период почти в 3 раза ниже, чем в зимний период.
Племзавод Алабата стабильно растет и расширяется. Инфраструктура развивается и обеспечивает всем необходимым динамично растущее поголовье. Первый год мы построили 5 баз и начали строительство санпропускника. На второй год мы построили еще 4 базы. И вот за эти 6 лет мы уже строим 15-ю базу. Организовали тут водопой, построили весовую и огородили сеновал. Провели линию, электролинию, поставили трансформатор. Сейчас это вода у нас здесь, своя вода. Вырыли колодцы и поем здесь на месте, непокупная вода. Плюс своя столовая у нас на комплексе. Животноводы приезжают утром, уезжают вечером. И строительная бригада местная. Вся наша молодежь и опытные строители. Полностью монтаж возводим мы сами. Первые 2 года еще не успевали, нанимали наемные бригады. Сейчас полностью сами делаем. На этой земле умеют не только работать, но и с пользой проводить свой досуг. Местный окоп-парк команда «Алабата» – победитель чемпионата по национальным видам спорта. Эти ребята знают свое дело на поле игры и за его пределами.